был, давай. Сейчас тоже. Вот ты, между прочим, думаешь, что приободрил, а сам Я не просто давишь. сделал работу На самом деле давишь. Да, работу над ошибками. Думаешь, это обратят на это внимание? А что это у вас ноутбук стоит? Один на троих. Что-то здесь много людей в этот раз. А мы быстро все разбежались. Да. Всех приветствую. Это «По большому счету» – первый спортивный подкаст на национальном телевидении. По большому счету, это спортивный подкаст для тех, кто равнодушен спорту, и особенно для тех, кто не равнодушен к спорту. Сегодня у нас в гостях спортивный функционер, меценат, не побоюсь этого слова, и очень замечательный человек Дмитрий Дзгоев. Дмитрий, спасибо, что пришел к нам, что нашел время. И очень хотим сегодня поговорить с тобой на различные темы, чтобы ты раскрылся для нашего зрителя, чтобы они с тобой познакомились и с этой стороны. Ты широко известен в узких кругах, но очень мало известен в широких кругах, поэтому наша сегодняшняя задача, чтобы Будем это исправлять. о тебе узнало как можно больше людей и так узнали, как мы тебя знаем. По большому счету, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Ну, я думаю, что у нас задача должна быть другая. У нас же была задача популяризация спорта, В целом. Но у нас а не популяризация Дмитрия. Да, популяризация спорта через Дмитрия в том числе. Поэтому спасибо большое. Дмитрий, наш формат подразумевает обсуждение новостей, самых актуальных из мира спорта. Надеемся, что и вы нам в этом поможете. Поэтому давай, Руслан, начинаем. Да, думаю, с Димой легко будет обсуждать новости. Начинаем мы с футбола, да? Как Да, обычно? начнем с футбола. Ну, так у Традиционно нас уже. зародилось, да. Когда-нибудь, возможно, эта традиция уйдет в небытие, но на сегодняшний момент имеем, что имеем. Унай Эмери в 5-й раз стал победителем Лиги Европы. Такая достаточно самодостаточная новость. Поздравляем Унай Эмери. Надеемся, что и у нас в скором времени появятся такие тренеры, которые смогут также Да, завоевывать такие титулы. повторить такое уникальное достижение, как с 3 разными командами он завоевал 5 кубков УЕФА. Легенда, одним словом. Георгий, давай так. Я знаю, что ты был на встрече нашего главного тренера сборной России по футболу. Я надеялся взять у него интервью, но, к сожалению, Валерий Георгиевич, как и в бытность игроком, оказался очень скоростным. Он убежал у меня, поэтому... Хотя бытность игроком он был очень многословный. Да. За словом в карман он никогда не лез. Также это продолжилось и в тренерской деятельности у него. Поэтому... Вот, но зато... Мы Кстати, мы будем обсуждать... Мы и дальше будем делать вид, что он прилетел не в шортиках. А у меня, между прочим, с Карпиным, он обо мне никогда не слышал. У меня с ним свои взаимоотношения. Во-первых, о футболе. У меня большая нелюбовь с детства к московскому «Спартаку», потому что я маленьким болел за нашу Аланию, а это был главный наш конкурент. И еще они нас кинули золотым матчем. В 96-м году, да? И после этого я зарекся не ходить на футбол. И реально с тех пор ни разу не был. Не Да. остыло, да? А второй этап про Карпина. Мой брат Суслан Джанаев, вратарь, когда был в «Спартаке», то там был как раз-таки вот конфликт с Карпином. Поэтому у меня к нему еще с тех пор есть свои вопросики. Дмитрий, я знаю, что вы знакомы с Артуром Сардионовичем. У вас есть какая-то история. Он так же, как и Карпин, обо мне никогда не слышал. Вы не знакомы с ним? Я сомневаюсь. Связь маленького ребенка-болельщика. Вот на этом и остановились мои знания о футболе в 96-м году далеком. А тогда это был защитник же, он был в Алании, да? Защитник. Правый защитник, Да, легенда. защитник в Алании, легенда астинского спорта, российского спорта. Насколько я помню, он больше всех матчей сыграл вообще в истории нашего клуба. И «Спартака», и потом «Алании». Рекордсмен. Да, поэтому это достойнейший сын своего народа. И на самом деле надо отдать ему дань уважения и сказать большое спасибо, что он есть. Вообще, Дима, как ты думаешь, ностальгия о той Алании не мешает строить какую-то новую команду или строить эту команду без оглядки на ту Аланию? Вот что-то сделать новое. Понятно, тогда были одни обстоятельства, тогда были одни условия. Сейчас в нынешних обстоятельствах и условиях нужно строить что-то новое. Как ты на это смотришь? Ну, мне кажется, что ностальгия об Алании, она связана только с болельщиками. По идее, она не должна давить на функционеров спортивных, потому что это новое время, новые
правила, новая структура вообще, в принципе, что раньше это был республиканский клуб, сейчас это, я так понимаю, частный клуб. Поэтому этот вопрос, скорее всего, к новым собственникам. Но для нас, для болельщиков, потому что я вот только остался болельщиком Алании, я могу назвать ее состав 95-го года. И говорю, с тех пор у меня так, как бы там, Man in Black, меня обнулили, я больше ничего не знаю о футболе, за футболом не слежу, абсолютно я убил себе этот интерес. Это просто ностальгия болельщиков, тем более, что уже новое поколение, я думаю, этих чувств не испытывало, когда я ребенком в 95-м году, мне было 11 лет, там 10-11 лет, вот мы приходили, сбегали с уроков, чтобы попасть на футбол, покупали эти пирожки, там, скидывались и делили пирожок на 3 части, семечки, как весь стадион сидел, да, наверное, ты помнишь? Я думаю, Кстати, что это я ностальгия. ни разу не был. Да ладно. Мне это отдельный культ был, и останавливала жизнь в городе, когда были футбольные матчи. Я вообще молчу про Кубок Президента. Это был невероятный праздник. Я обожаю вольную борьбу, обожаю ММА, обожаю бокс, но спорт номер 1 – это футбол. И такого праздника у нас, наверное, никогда не было. Единственное, вот какие-то подобные ощущения после победы Алании я испытал, когда Таймазов выиграл 3-е золото в Лондоне. Мне повезло присутствовать тогда на трибунах. И когда Гасиев выиграл Дортикуса. И вот это тоже был какой-то всплеск всего народа, когда мы были в одном едином порыве. Ну, надеемся, что с появлением нового стадиона, который, насколько я знаю, в ближайшее время будет уже запущен, вот это самое настроение будет только нарастать, это чувство игры дома, не только на бумаге, но и фактически. Оно будет как-то придавать ребятам сил, и все вместе будем ходить и болеть за них. Кстати, к слову о стадионе, вот Дмитрий сейчас упомянул Кубок Президента, на который, кстати, приезжал в бытность игроком Валерий Карпин в составе Валенсии. Вот, глядя на новый наш стадион, можем ли мы представить, что когда-нибудь на этой арене пройдет турнир подобного масштаба? Думаю, что нет, к сожалению. Ответ, я думаю, все мы Ответ втроем очевиден, да, да. согласны с этим. Ну, это знаете как, имеем, что имеем. Вот вообще, в принципе, сокрушаться по этому поводу, вот в данный период времени, если мы не можем повлиять на этот вопрос, то надо принимать его как данность и стремиться к тому, чтобы его уже изменить в частном порядке. Полностью Как это согласен сделал с тобой, когда-то Дима. Я Галицкий считаю, в Краснодаре. Да. Я надеюсь, что когда-нибудь мы тоже сможем сделать это во Владикавказе. Мы, я имею в виду всех нас, неравнодушных жителей Осетии. да, думаю, что под современные реалии этот стадион вполне подходит, учитывая, Для уровня что... Алании сейчас и ближайшие годы, я думаю, Конечно, что да. конечно, А там, поэтому- если будет какое-то футбольное чудо. Я, кстати, расскажу вам, есть такой персонаж, я забыл, как его зовут. Я специально сделал себе скрин. Стэнли Кронке. Что-нибудь слышали о нем? Нет. Я о нем слышал давно, потому что о нем читал в Форбсе. Он является одним из богатейших людей. Он владелец клуба Юнайтеда, Ливерпуля, я не помню. Это на самом деле уникальная история. А в этом году он собрал, внимание, с Лос-Анджелес Реймс, это НФЛ, американский футбол, он выиграл. Потом Денвер Наггетс, НБА, Колорадо Эвиланш, НХЛ, Колорадо Рэпидс, МЛС и с Арсеналом английскую. Арсенал, да, То есть вот владелец это все Арсенала. его клубы, он владелец этих клубов, и он выиграл все, что можно выиграть. То есть это вот, наверное, пример спортивного функционера, прям топ-топ-топ мирового уровня, вот, который, кстати, надо брать. Это как Унай Эмери, только управленец. Ну, порадуемся за него. Как минимум одним счастливым человеком на земле как минимум ближайшие полгода стало Мне кажется, больше. вообще невероятное событие, которое невозможно повторить. Мы с тобой не так давно были на одном замечательном мероприятии, куда нас, собственно, Дима пригласил. Это И уже не первый Алания раз. MMA Selection 2 турнир. Дима, хочу сказать, что по сравнению с первым турниром вы очень выросли по уровню. Мне особенно интересно было смотреть, точнее, что именно меня тронуло, это вот безостановочно, когда бои шли один за другим, это очень... И вот этот вот накал не спадал. По поводу организации тоже мы все видели, сколько людей было, как это всем было интересно смотреть, какие эмоции вызывало у людей. Поэтому хотелось бы об этом побольше поговорить с тобой, затронуть эту тему. Какие, можешь не полностью раскрывать, какие планы есть ближайшие по развитию вашего клуба, по проведению подобных турниров? Может, вы как-то хотите расширяться? Расскажу. Ну, во-первых,
Наверное, спасибо, что пришли. Вы посещаете наши Спасибо за турниры приглашение. постоянно, уже 2 раза. Поэтому мы хотим сделать его периодическим. На первом турнире я сказал, что будем делать раз в месяц, но мы к этому будем стремиться. Пока не получается с точки зрения организации, достаточно сложно. Во-первых, хочу сказать спасибо нашей команде, потому что команда тоже растет. Как говорил классик, мы развиваемся. Поэтому второй турнир уже был более организованный, чем первый. Третий, я думаю, будет еще лучше. Об Алане Атлетик хотел бы что сказать, что мы с Георгием этим занимаемся уже много лет. Но вы знаете нашего главного тренера Шамиля Абдулаева. И вот это, наверное, в эфире я говорю первый раз, и Георгий тоже об этом не говорил. Он уже 1,5 года в Осетии, привез сюда свою семью, дети ходят в 5-ю школу, полюбил Владикавказ. И он уже не просто главный тренер Алания Атлетик, а наш партнер, полноценный партнер. И мы уже вместе планируем и строим будущее нашей организации. Я бы даже его назвал одной из лиц вашего клуба. Да. И как раз-таки у нас своя система, такая инновационный подход, скажем, к спорту. Мы, наверное, я думаю, если не первый, то один из первых клубов ММА в мире, которые перешли на вот этот инновационный подход и тренировки в пульсовых зонах. У нас профессионалы, члены команды, все тренируются в специальных пульсометрах. Есть система MyZone, которая покрывает полностью всю территорию нашей Академии единоборств. И в любой период времени ты можешь поднять глаза и увидеть, в какой пульсовой зоне ты находишься в данный момент. Потом эта система отслеживает и твое восстановление. И эта система дает более долгую жизнь для спортсмена. Мы тем самым снизили перегрузки. Ребята стали функционально, улучшили свое состояние. Это немножко так о спорте, да, о тренировках. Что касается Алания Атлетик, мы хотим сделать это такой базой селекционной для спортсменов, для молодых спортсменов, для любителей. И потихоньку будем туда включать и профессиональные поединки. У нас было 28 поединков за вечер. И завершился вечер единоборств профессиональным боем Дзерасы Купеевой. К сожалению, не удалось выиграть. Но мы будем добавлять по чуть-чуть профессиональных боев. Задача какая? Задача, чтобы молодой человек мог испытать вот эти ощущения света, музыки, накала, эмоций, пока он еще на любительском уровне, это не идет ему в рекорд. На любительском турнире с профессиональным подходом на профессиональном уровне. Потому что есть такое даже выражение в мире ММА, как синдром UFC. Даже когда спортсмены с опытом попадают в эту атмосферу, они, в общем, замирают, забывают, как ходить и бить. Мандраж, обычный спортивный мандраж, да. Поэтому мы хотим в наших ребятах прорабатывать вот это чувство, чтобы они уже, как опытные спортсмены, выскакивали на... Такая хорошая репетиция перед большими стартами. Да. Ты как президент доволен уровнем, как развиваются ребята, как они прибавляют от турнира к турниру? Или многоточие? Конечно же, доволен. Ребята пашут, команда растет, и мы развиваемся мелкими шагами. Конечно, у нас были планы сделать это все как можно быстрее. Вот сейчас мы как забежим и всех победим. Но жизнь показала, что просто не бывает, и школа, она формируется. Если говорить о нашей великой школе вольной борьбы, которая формировалась уже, я не знаю сколько, наверное, с 50-х, да? Вот именно, подождите, в 52-м или в 56-м году стал серебряным призером Олимпийских игр Кулаев. До этого, чтобы дойти еще там формировалось. Есть еще была там борьба цирковая, Булакануков, да, а именно вот вольная борьба, я думаю, с 50-х, да, вот с приходом Асланбека Захаровича Цгоева, основателя школы нашей вольной борьбы. То есть это многолетний труд, как и школа тяжелой атлетики тоже наша. Она не такая титулованная, как борцовская, но я тоже считаю ее высочайшего мирового уровня школы. Потому что у нас есть олимпийский чемпион, чемпионы мира вам, пожалуйста, призеры Олимпийских игр. Мы думали, что все будет гораздо быстрее, потому что размышляли как. То есть ММА – это новый вид спорта. И туда, по идее, уже приходят атлеты подготовленные. Да? Условно, парень боксировал, боролся, бегал, прыгал. То есть, это, в принципе, атлет, который переквалифицировался. Но оказалось, не все так просто. И вот с кондачка не получается ничего выиграть. Жизнь не обманешь. Поэтому уже 10 лет этим занимаемся. Пока у нас больших каких-то успехов нет, о которых мы мечтали в самом начале. Но мы потихоньку, маленькими шагами к этому идем. И
Есть примеры, такие как Сослан Гаглоев, который тоже по чуть-чуть растет. Он, получается, из тех, кто с нами начинал, единственный остался в команде. Я бы, знаешь, что не сочти это за какое-то фарисейство, но даже учитывая, если не будет результатов, дай бог, чтобы они были самые высокие, ты как спортивный функционер даришь людям воспоминания, эмоции, ты даришь людям молодость, которую они проводят. Следя за вашими соцсетями, я вижу, что там очень дружный коллектив. Я всегда говорю, если даже ребенок не добьется в спорте каких-то успехов, то он благодаря спорту может стать просто хорошим человеком. А это уже не просто, это уже немало. Поэтому... 100% да, 100% с тобой согласен. И я буквально недавно тоже в каком-то интервью сказал, что первостепенная задача – это воспитать достойного члена общества. Да. Потому что мы большое внимание обращаем на воспитание. И даже если к нам придет какой-то там Конор Макгрегор будущий и будет вести себя не так, как должен себя вести достойный член общества, ну и такие кейсы у нас были, мы просто прощались с этими ребятами. Да, и имею право такое сказать, что независимо от того, какие у человека регалии, какие у него успехи, если он как человек не совсем состоялся, то эти регалии чуть-чуть теряют свою ценность. Да, Георгий, ты что-то хотел сказать? Полностью согласен. Я хочу вернуться к бэкграунду спортсмена. Вот вы упомянули то, что вы уже 10 лет этим занимаетесь. Вот ваше мнение, какой вид спорта больше всего подходит для базы ММА? Для будущего бойца смешанных единоборств? У меня Или это миф такой? Нет, это не миф. Я повторюсь, я обожаю вольную борьбу. Я уже много лет стараюсь ездить по соревнованиям, по чемпионатам мира, Европы, Олимпийским играм. Мне единственное вот удалось быть только в Лондоне и в Париже. В Рио-де-Жанейро я не долетел, и в Токио. Но постараюсь эту динамику сохранить и поехать в Лос-Анджелес. Я обожаю вольную борьбу, я слежу за вольной борьбой. Есть мнение, что вольная борьба – это лучшая база для ММА. И я с этим соглашусь. Мы-то знаем, какая лучшая база. Тяжелая атлетика. Нет, тяжелая атлетика – это вообще база, мне кажется, для спортсмена. У меня двое сыновей занимаются тяжелой атлетикой. Одному сейчас 13. Я к этому и подводил, собственно. Да. Это вообще отдельный разговор. И когда-то меня в этом убедил Артур Таймазов. И я вообще с детства, я так физкультурник, который занимался единоборствами, но я всегда качался. И я всегда пропагандировал, что парень должен быть вот не просто хорошо там бороться, боксировать, а еще и физически очень сильный. А физически очень сильный – это только штанга и тяжелые веса. Артур уже аргументированно мне это разложил, еще и для маленького ребенка. То есть в моей-то голове было, для пацана там лет 14, вот с тех пор надо, пахать. В принципе, как я и начал тяжелые веса поднимать там лет как раз в 14-15. Артур меня убедил, что это надо делать с раннего детства. И я потом стал тоже углубляться в этом, разбираться. И сейчас я один из ярых пропагандистов тяжелой атлетики для детей. Знаешь, Дима, я всю жизнь борюсь со стереотипами по поводу моего вида спорта. То, что людям объясняют, что спортсмен, тяжелоатлет, он очень гибкий, он очень прыгучий, он очень скоростной. Он, вот эти все показатели у него бывают просто на пиковом уровне, вне зависимости от возраста. Там, даже я в своем возрасте зрелом, уже будучи там зрелым спортсменом, был очень гибкий, и поэтому приходится постоянно с этими. Почему-то у обычного обывателя в голове мысль, что он приводит ребенка в секцию тяжелой атлетики, и вот ему там сажают на плечи 200 килограммов, да, и он ломается. И он идет с ней домой. Или как минимум идет до входной двери. Но это не так. Сейчас есть такая разновидность тяжелой атлетики, как базовая атлетика. Она дает ответы на все вопросы. Полностью с тобой согласен. И если вот коротко, такой короткий экскурс для тех, кто будет смотреть. Хороший тренер никогда не даст ребенку вес, который может его травмировать. Соответственно, он по чуть-чуть его подводит. Но Руслан, конечно, лучше меня это все может рассказать на своем собственном примере. И с увеличением нагрузки, которая не травмирует ребенка ни в коем случае, он же продолжает делать еще УФП упражнения, подводящие упражнения к основным толчку и рывку, растет его мышечный корсет. И после там нескольких лет занятия тяжелой атлетикой, это уже просто крепкий такой слаженный тигр, у которого уже мышечный корсет полностью сформирован. И потом, если его не увлекла тяжелая атлетика, а моего, допустим, старшего сына она увлекла, младшего менее, он сейчас хочет перейти на борьбу. Но я точно знаю, что он придет и в своем возрасте будет, скорее всего, физически самый сильный. Поэтому, возвращаясь к вопросу о базе для ММА, тяжелая атлетика, мы приняли, что это лучшая база вообще, в принципе, для любого спортсмена и мужчины. Мое мнение.
всего-навсего. И Руслана, как минимум. И Артура. это уже немало. Это тяжелая серия. Да. То для ММА вольная борьба, да, действительно, это хорошая база, потому что вольная борьба – это вот один из тяжелейших видов спорта, в котором человек все время в динамике. Почему даже профессионалы борются всего 2 периода, там, по 3 минуты. Да, они периодически меняются, но вот так вот. Человек все время в динамике, все время под напряжением. Ты должен полностью владеть своим телом. Руки, ноги, они у тебя должны работать синхронно. Но ошибочное мнение, что борцы лучшие бойцы, вот здесь я настойчиво скажу, что это не так. Потому что есть такое мнение, когда борцы говорят: слушай, да у нас то ничего выиграть не может. Вон он там в ММА все. Но они бьет. сложнее Есть бойцы. есть нюансы, поэтому там абсолютно разная борьба, да, насколько я знаю. Она другая, во-первых. Во-вторых, мир развивается, и сейчас уже многие школы мировые научились стоять от проходов борцов, научились подниматься после Ну, в этих ММА проходов. вроде больше, я как обыватель, я так поверхностно знаком с ММА. Под ММА больше подходит все-таки вольная борьба или грэпплинг? Это всё-таки- микс. Это микс. Вот в итоге, вот скажу свое мнение. Я считаю, что лучшая база для вольной борьбы — сначала ребенок тяжелая атлетика, потом штанга. И потом, если он дрочливый, если можно так сказать. Потому что я уверен, что человека можно тренировать как угодно, сколько угодно. Если у него нет вот этого внутреннего чувства, такого инстинкта убийцы, и если он не любит драку, и у него не получается это делать, невозможно из него сделать хорошего бойца. Вот родился человек, вот умеет он драться, по детям это видно. Повторюсь, у меня 3 сына, они все 3 разные. Один вот такой, другой вот такой, третий вот такой. Один, ну, очевидно, не его. Другой, ну, я чувствую, он родился уже как мангуст, он маленький был, он чувствовал, сам на какие-то приемы выходил, придумывал, импровизировал. И то же самое я смотрю на атлетах, на ребятах, которые к нам в зал ходят. Вроде атлетичные, вроде крепкие, вроде все получается у него. Бах, а связочка не идет. Поэтому, если у человека нет предрасположенности к драке, к боям, он никогда не станет суперчемпионом. А вот, насколько я знаю, опять-таки, я просто люблю читать спортивные новости. Такое у меня хобби. На сегодняшний день есть проблема в том, что UFC, в частности, немного закручивает гайки базовым борцам, кто много борется именно в самом внутри октагона. Вот ты что бы изменил глобально вот в современном ММА, если хочешь, там, в UFC, вот что тебе не нравится с точки зрения, Ты знаешь, как... закручивают гайки и по понятным причинам. Есть олимпийские виды спорта, а есть спорт-энтетеймент, спортивные развлечения. Вот ММА и UFC – это спорт-энтетеймент. UFC – это уже глобальная корпорация стоимостью $миллиарды, и их задача – завлекать внимание публики. Борцы менее зрелищные, потому что они начинают возиться, а это никому не нравится. Всем нравится кровь, удары, нокауты. Соответственно, борцы менее зрелищны. И сегодня уже, чтобы стать популярным чемпионом, бойцом, ты должен быть еще и харизматичный, ты должен уметь разговаривать, ты должен делать шоу. Вот вам пример Макгрегора, который изменил игру вообще. Благодаря Макгрегору девочки даже узнали во всем мире, что такое ММА и смешанное борство. Как когда-то Мухаммед Али изменил профессиональный бокс. А вот такой вопрос, извини, Дим. Тот самый трэш-ток. Понятно, что то есть и масса зрителей, которые смотрят бои, они понимают, что то, что он сейчас говорит оскорбление в адрес другого бойца, это, скорее всего, просто вот раскрутка боя. Как ты думаешь, это, ну, можно и так сказать, не скоро надоест это людям, когда потеряется интерес? Вот, то есть они будут понимать, что это просто театр. Если тот же Конор это делал естественно, Конор Макгрегор, это было естественно, он жил этим. Либо он очень хороший актер. Да, это была его вот какая-то такая натура, как будто бы. То вот мне лично неприятно смотреть, когда я вижу, вот когда человек это из себя выдавливает, знаешь, вот это ему не идет, но он это Как старается. Власов в «Титанах», да? Да, кстати. Если уходить в историю, много лет назад, когда я первый раз попал в Рим и был на экскурсии в Колизее, по сути, ничего не поменялось. Абсолютно ничего не поменялось. Поменялись платья, одежды, колесницы на автомобиле, а суть человеческое нутро, оно осталось прежним. Хлеба и зрелищ, да, вот эти старые принципы. И в Древнем Риме гладиаторы – это были такие же суперзвезды.
И как в кино их бесконечно там режут, убивают, их точно так же берегли. Потому что звезду, которую ты создал, ее надо беречь, потому что она приносит тебе деньги. Люди одевались как гладиаторы, делали прически как гладиаторы. Женщинам даже там их пот продавали, чтобы он у них был дома. Тогда не было, видимо, еще развитой парфюмерия. То есть сейчас все то же самое. И трэш-ток, если он наигранный, конечно, он надоест. А если трэш-ток, который вот идет от души, ведь зачастую бывают реальные конфликты, когда ребята вместе тренировались, потом они там где-то они повздорили, что-то там не поделили, начинаются противостояния между странами, как один говорит, Двалишвили там что-то говорил про Россию, и потом начинается вот эта легкая неприязнь, которая растет, растет, растет. А Конор с Хабибом, это уже был просто вот апогей этого всего, и это самое, получается, упоминаемое событие спортивное в мире за всю историю. Которое тяжело, мне кажется, превзойти, да? Его тяжело превзойти, потому что нет второго Конора. И в этой всей истории все-таки ведущий, это локомотив, это был Конор. Хабиб принимал удары вот до этого всего, а потом, естественно, как более мощный спортсмен, он выиграл Конора, да. Но потому и не нужен компании, я имею в виду вот UFC, вот такой вот горец, который пришел и побил твою звезду. Который много не разговаривает, он просто сильный. Вот, условно говоря, Анкалаев. Я обожаю Анкалаева, я за него болею. Но он не подходит американской публике. Он крепкий парень, который приходит, побеждает. Ну, он-то проиграл последние бои, но тем не менее. Приходит, бьет и уходит, ну, да? да, то есть ты воспитываешь, раскручиваешь звезду. Это же миллионы и миллионы долларов тратятся на раскрутку. Его возят по всему миру, снимают в кино. И потом пришел вот такой осколок, разломал его и ушел. И Дмитрий, такой вопрос. А вот мне интересно, в ком вы видите, если брать наших астинских бойцов, вот в ком вы видите этот потенциал именно медийный? Может быть, есть такие имена? В вашем же зале, может быть? Ну, скажу вам честно, как бы это ни было обидно, я это говорил на Fight Night, когда мне дали слово. Я считаю, что мы находимся в детском саду. По сравнению с нашими соседями дагестанцами, которые стали вообще мировой элитой спорта. Благодаря ММА Дагестане узнал весь мир. Не благодаря Великой школе вольной борьбы, а благодаря именно ММА узнали, что в Дагестане, оказывается, еще есть Великая школа вольной борьбы, потому что это такой спорт менее медийный, менее популярный, про борьбу говорю. А как в школу перейти с детского садика? С детского садика в школу? Как вырасти? Во-первых, убрать тщеславие, зависть и гордыню. И начать коммуницировать друг с другом. И успех нашей школы, великой школы вольной борьбы, что во все времена, а я это слышал от старшего поколения, да, мой отец 50-го года, он занимался с 12 лет, значит, 62-го, Суслан Петрович Андиев, его близкий друг и сосед, занимался, они росли в этом зале, у Асламбека Захаровича. И он рассказывал, что любой мог прийти к Асламбеку Захаровичу и позаниматься. Точно так же любой мог прийти на Локомотив. Любой мог прийти на Спартак. Уже вот в более позднее время. Я когда ребенком ходил на вольную борьбу, а пойдем на труд? А пойдем. Мы пошли на труд, позанимались на труде. Раз кому-то там больше понравился этот тренер, там он перешел, остался. И вот в этой страшнейшей конкуренции осетинской школы, Бесланская, в Дигаре свои ребята, в Октябрьском свои, Спартак, Дюша, Динамо. Все рубятся. И вот в этой конкуренции потом появляются великие ребята. И вот первая наша задача, вот это уже слово, которое уже стало, наверное, я не знаю, заезженным, что ли. Мы все говорим про объединение, но никто не объединяется. Все говорят, надо объединяться, но в итоге потом все расходятся, и каждый играет свою какую-то дудку, потом уже у Майлакдардан или у Имане, и вот начинаются вот эти все моменты. То есть, первое, надо убрать вот эти вот комплексы и начать друг другу ходить, и начать друг другу помогать, развиваться. Ну, надо признаться, что наши двери открыты, и мы такие попытки делаем и продолжаем делать. Да, мы приходили в залы, дарили инвентарь залам, у которых этого инвентаря не было, и продолжаем это делать. Там и клетки, и груши, и гири. То есть, мы на сближение идем. Кто-то тоже идет на сближение, но не все. Все, наверное, не объединятся, все люди разные, да, и потому вот мир так создан и без конца воюют друг с другом. Но я думаю, наша вот именно главная задача – отбросить вот эти вот низменные чувства и ходить друг к другу, совместно делать спарринги, расти друг на друге, помогать Тем самым друг другу. повышая конкуренцию. Повышая общую. Да. То есть, я еще раз говорю, у Алани Атлетик нет конкурентов в Осетии. Мы все должны быть партнерами.
Я все равно, нравится мне или не нравится парень из Востока, из Арса, из Валхалы, вот, ну, из любого нашего, из АФТ. Он мне может нравиться, не нравиться, но я болею за осетина, я сажаю своих детей, включаю, говорю, ребята, вот наш парень, Айвирон, Лаквардон, Хаса, туда-сюда. То есть, ну, а по-другому никак. Возвращаясь к твоему вопросу, пусть на меня обижаются или не обижаются все действующие спортсмены ММА, я думаю, что настоящий чемпион, мировая звезда, мы его еще не знаем. Вот скажу вам вот так. Это какой-то пацаненок, который сегодня, может, только начал, либо пока вот занимается, либо еще даже не пришел. Я вот так вот на этот вопрос смотрю. Отлично. Дмитрий, Руслан, у меня есть очень интересная тема, которую я хочу поднять. Это тема частного спорта. Как я это понимаю, у меня сразу в голове ассоциации с вот, вашей академией единоборств и самый такой хайповый, может быть, в спортивном сообществе России, это проект Краснодара. Что мешает другим, скажем так, вашим коллегам пойти по тому же пути? Нами не движет какой-то меркантильный интерес. Его здесь просто нет. Потому что на протяжении многих лет, даже в самые сложные времена, они у нас бывали, нам приходилось там занимать, чтобы раздать зарплату в определенный момент. И Галицкий это делает тоже из любви, потому что он обожает спорт. И эти чувства подделать невозможно. Когда он сидит на стадионе, он там за волосы себя берет, переживает, волнуется. И то же самое бывает у нас. И мы с Георгием даже выходили там секундантами не раз. Там сосу гаглой, ведро с водичкой подносили, протирали. Тоже подтверждаем. Да, да. Было такое. такое. То есть мы этим занимаемся из любви. Говоря, почему наши коллеги, предприниматели не занимаются этим же самым, потому что у всех разные хобби и разные интересы. И в этом нет ничего хорошего и ничего плохого. Нельзя человека обвинять в том, что он не помогает, вот условно говоря, вот конкретному виду спорта, имея деньги. Ну, почему ты не помогаешь? Ну, мне не нравится. Может, он помогает детскому дому. Правильно? И когда спортсмены жалуются, то у меня это тоже вызывает определенный, скажем так, негатив. Потому что, ребят, ну некоторые выходят, ну у них там, я не знаю, от логотипов места нет на майках, да, и потом они же говорят, ну нам не помогают. Ну помогают, почему не помогают? Но вы хотите больше. Я понимаю, что все хотят всегда больше. Вот зададим вопрос чемпиону мира двукратному. Сильно ли вам помогали, Руслан, по пути становления вашего как спортсмена чемпиона мира? Нет, не очень сильно. Вот ответ на вопрос. Но тем не менее... Ну, я всегда, знаешь как, Дима, я всегда понимал одно. Мне никто не поможет, или, давай перефразирую так, что я считал всегда, что прежде чем просить, надо что-то сделать. То есть у нас, допустим, были вот с моим тренером проблемы с залом долгое время. Я уже, будучи там призер Олимпийских игр, чемпион мира, я просто хотел зал хороший, не 6/8 зал, и где нет душевой, и где огромное скопление людей, и ты поднимаешь штангу, боишься ее опустить, чтобы не задавить какого-нибудь ребенка. Я понимал до этого, что если я не добьюсь каких-то результатов, я не имею права просить, потому что у нас республика очень спортивная, очень титулованных ребят очень много, и тебя не услышат, пока ты на фоне не будешь чем-то, да, козырять, назовем это так. Поэтому вот ответил на твой вопрос, что нет, мне никто не помогал, а уже когда, будучи там чемпионом, став чемпионом мира, я просто просил элементарных условий, элементарных. Ну, нам их сделали. Но опять же, возвращаясь вот к вопросу, давайте порассуждаем. Спортсмены, возьмем спортсменов, я не знаю, давайте американцев возьмем. Вот американский парень стал олимпийским чемпионом. Его озолотили? Нет, не озолотили. Ну, там система другая, насколько я знаю. Там система другая, спонсорская. Да. Но опять же, все зависит от себя. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне выиграл Барроуз. Барроуз звездочка. Он выглядит как звездочка, он ведет себя как звездочка. Он выиграл Олимпийские игры. Голливудская улыбка. Он побежал, обнял свою девушку, побежал на трибуну. То есть он создал шоу. Он буквально за вот какой-то вот короткий период он создал шоу. Публика аплодировала, все радовались, веселье, даже те, кто за него не болели. В этом же году в 97 килограмм выиграл тоже американец. Я, к сожалению, забыл его фамилию.
который нигде никогда больше не показался. И ты забыл его фамилию. И я забыл его фамилию. А Бороза я помню. Да. Борос, когда приехал в Америку, он открывал бейсбольные матчи, сделал коллаборацию с Асиксом борцовки. То есть он зарабатывал. Это работа. Такая же работа, накачивать свой медийный капитал. А тот парень не работал. И вышел простым тренером. И потом он даже приезжал в Осетию, так неудобно, надо будет загуглить. Приезжал тренером в составе сборной Америки. Он даже, по-моему, не приходили, даже они приходили к нам в зал, и он тоже там был. Абсолютно скромный, обычный тренер с олимпийским золотом. Его не озолотили. То есть, по идее, выбирая вот эту дорогу, дальше работай сам над собой. И никто никому ничего не должен. И повторюсь, вот на самом деле это плохая тенденция, когда здоровые мужики ноют. Это ненормально. Человек... У нас было много таких диалогов. Приходит к нам в зал парень. У меня нет экипировки. У меня нет капы, у меня нет ракушки, перчаток. Его одели, обули. Потом, а у меня нет этого спортивного питания. То есть, хочу, кстати, отметить и зафиксировать. Сколько человек прошло через наш зал, и атлетов, и тренеров. Слова «нет» никто никогда не слышал. То есть, по мне... Если бы у меня были такие условия, когда я был молодой человек, наверное, я бы не ушел в бизнес, я бы, наверное, занимался спортом, потому что это было бы прикольно. Ты дерешься, морду бьешь, тебе еще за это платят. Вау! Для парня, которому это нравится, это вообще идеальная жизнь. Но, тем не менее, люди остаются недовольными. Но задаешь вопрос молодому человеку. У тебя нет денег на спортпит? Ну да. Но у тебя почему-то iPhone. А у тебя почему-то машина. А ты... Наверное, встречаешься с девушкой, ходишь с ней в кафе. С друзьями иногда ходите тоже по ресторанам. То есть вопрос же в твоих приоритетах. Что для тебя приоритет? Твой профессиональный спорт, а это все твои орудия. Накладки, перчатки, это твое здоровье, шлем, это твое здоровье, капа. То есть, если ты профессионал, то ты должен быть во всем профессионалом. Ты должен спать как профессионал, есть как профессионал, жить как профессионал. Но это можно проецировать на все виды спорта, я так понимаю, да? На всю жизнь это можно проецировать, и на все виды спорта в том числе. Поэтому вопрос. Молодой человек, прояви себя, вот как сказал Руслан. Да? С чего вы решили, что надо платить, допустим, тебе, а не, допустим, парню, который там по математике Олимпиаду выиграл? Наш отец уже... Больше 30 лет проводит конкурс «Интеллектуальное многоборье для школьников». 5 лет уже мы проводим Северокавказский конкурс. И там детишки со всего Северного Кавказа в интеллектуальном многоборье по 5 предметам соревнуются. А почему они недостойны, допустим, этих денежных вознаграждений, которые, кстати, мы для них делаем? Недостойны этих денежных вознаграждений, а спортсмен достоин больше. Вопрос такой дискуссионный. Мне кажется, я вас перебью, мне кажется, надо вернуться опять во времена Древнего Рима, Колизея, когда это просто математик, он не герой детей, не герой рабочего, который в выходные дни идет в Колизей, идет на стадион и как бы... Принимается. Да, я скажу. Но при этом, при всем при всем уважении к спортсменам, они выполняют достаточно узкую функцию. Просто они радуют глаз. Да. Они могут порадовать человека после работы, он пришел, поболел. В случае с математиком это... Никто не видит просто труд согласен. и работу математика. Я с вами согласен. Если подумать... Но математик намного больше пользы. Я как спортсмен говорю, что математик намного больше пользы приносит... В том же зале у для развития того же... Сложная математическая система, которую рассказывал Согласен. Дмитрий. Это нельзя сравнивать. Это менее привлекательно и зрелищно. Да? Вот точно так же, как артист театра и кино или суперзвезда, которая поет. Принимается. То есть спортсмен – это селебрити. Что касается дальше наших земляков-предпринимателей, очень много людей помогает. Огромное количество людей помогает. Но обязывать помогать, я считаю, что это неправильно. Это личное дело каждого. Но, тем не менее, как гражданин, мне бы хотелось, чтобы человек, который заработал, отдавал обществу. И здесь у нас много было диалогов с друзьями. Когда я разбогатею, я знаешь, сколько сделаю? Не знаю. Поэтому, если ты можешь сделать сейчас, то сделай вот сейчас. Сделать сможешь больше попозже, сделай больше попозже. Но я тогда возвращаю мяч ко всем спортсменам. И давайте, кстати, разыграем прикольный такой флешмоб. Сколько у нас спортсменов, скажем так, уже состоявшихся? И вопрос, а что они сделали для своего вида спорта и для общества? Ведь для того, чтобы в свой зал купить грушу, тебе не надо быть там миллионером или там супербогатым человеком. Тебе, возможно, достаточно 2 раза не сходить в ресторан. Да. А у нас огромное количество залов без груш.
где занимаются ребята, у которых приличные У нас гонорары. огромное количество ресторанов, И огромное количество ресторанов. Конкуренция не играет. которые хочется пойти. Да, поэтому вот здесь важный вопрос. И вообще, в принципе, для общества. Если мы ноем и не видим, и нет самокритики, мы далеко не пойдем. Поэтому я это сказал на Fight Night и скажу сейчас. Надо признать, что мы в детском саду, и дальше уже шагать и развиваться, помогая друг другу. А всем спортсменам, которые критикуют предпринимателей, я рекомендую начать самим что-то делать и своим примером показывать, что я получил вот такой-то гонорар, и потом взял и вот в такой-то там спортзал отправил столько-то груш, этих, как его, там, борцовок для детей, перчаток для детишек. И для этого много не надо. И тогда все вместе мы сможем сделать какое-то приличное, скажем так, спортивное общество. И добавлю еще, если уходить, скажем так, в аналогию с бизнесом, для того, чтобы создать какой-то продукт или создать какой-то бизнес, да, тебе нужно расписать бизнес-план, в который ты должен учесть все. Абсолютно все. Максимально то, что ты можешь предвидеть, там, взвесить свои риски. То же самое вопрос ко всем федерациям, ко всем залам. У вас есть план? Потому что я вас уверяю, на вопрос, у нас нет денег, и я задам вопрос, а сколько денег вам надо? Хотите поспорим? Я думаю, вряд ли кто мне на него ответит сразу. А если человек скажет, а мне нужно, как помните, Шура в «Золотом теленке», 3546 рублей 28 копеек, да, он уже посчитал. Тогда, после того, как мы посчитали, давайте искать эти деньги. То есть, для того, чтобы развиваться, нужен сначала план. Для того, чтобы был план, должна быть работа федераций по направлениям. Как сказал когда-то величайший борец Ярыгин, я работаю попрошайкой. Он работает попрошайкой, потому что 90-е годы голодные, ему надо ребят кормить, одевать, обувать. Наш величайший тренер вольной борьбы Джамбулат Ильич Тедеев. В диалогах личных с ним могут. Я тоже работаю попрошайкой. Я вынужден ходить, просить ребятам на форму, ребятам на призовые, ребятам еще на что-то. А в этом и есть работа функционера. Либо ты, как Галицкий, делаешь это с кармана, либо ищи единомышленников. Поэтому, мне кажется, первое. Домашнее задание всем нашим друзьям, спортсменам, прославленным и стремящимся стать прославленными. Что вы сделали для общества? Давайте возвращать. Давайте возвращать обществу. Спортивный кэшбэк. Спортивный кэшбэк, 100%, да. Запускаем челлендж. Тебя сделало это общество, этот вид спорта тебя сделал тем, кем сделал. Что ты вернул? Потому что я знаю, там, опять же, вернусь там, к Артуру Таймазову, который очень много делает. К сожалению, он это мало показывает, но человек помогал и боксерам, и бойцам, и там, я не знаю, фехтовальщикам. Создал академию братьев Таймазовых, где ребята тренируются. Вот тебе кэшбэк. Ты считаешь, надо показывать? Я считаю, да. Поэтому по мне, давайте развивать спортивный кэшбэк. С миру по нитке. И вернусь, извините, может быть, я слишком заострился на этой теме, потому что это реально важная тема для развития спорта нашего. План. Должен быть план. Даже во время войны отступать надо тоже по плану, чтобы было меньше потерь. А здесь люди говорят, нет денег. А на сколько тебе нужно денег? На что тебе нужны деньги? Какой план? И вот под этот план уже нужно искать средства. И здесь как раз-таки мы должны быть друг другу опорой. Упомянули мы все федерации. А есть ли федерация, которая, на ваш взгляд, более-менее жизнеспособна, работает и развивается у нас в республике? Ну, мне сразу на ум, конечно, приходит Федерация бокса. И здесь не потому, что Константин Цгоев мой брат, а потому, что он реально эффективно работает. Причем он эффективно работает без каких-то сумасшедших бюджетов. Был такой момент, когда он проводил соревнования и вынужден был продать свою машину, потому что не собрал средства. И я считаю его эффективным президентом Федерации. Более того, удивительно, вот то как раз о чем говорили коллеги, что тем не менее на него пишут. Тем не менее есть недовольные. И сейчас он уйдет, как и был один раз, он ушел, все опять пошло вот в небытие, и опять попросили его вернуться. Я думаю, что это, наверное, человеческие страсти, они не меняются. Поэтому, как пример наших федераций, я бы, наверное, привел пример Федерацию бокса. И когда у нас на эту тему был с ним диалог, и он рассказывал, что сложно, при том, что, повторюсь, это мой брат, я его очень люблю и уважаю, но дружба истинно дороже. Я говорю, понимаю, сложно, но ты же выбрал этот путь. Выбрал путь, держи удар.
Выбрал направление, работай. И ну, просто вот мое мнение вот такое. Раз ты взял на себя ответственность, ты должен. Либо тогда на себя ее не бери. Не можешь найти деньги, трать свои. Не можешь тратить свои, занимайся поиском. Не можешь сделать, уходи в сторону. То есть я на это вот так вот смотрю. Ну, естественно, Федерация вольной борьбы, она, скажем так, априори сильная, потому что сильная школа и потому что сильный результат. Но опять же, если уходить в то, что борцы жалуются, ну, значит, не дорабатывает Федерация. 2 же 2 – 4. То есть все же говорят, вот не хватает, не хватает, не хватает. Ну, значит, виновата Федерация. Поэтому кого-то вот прямо вот супер выделил, я выделил бы Костю с Федерации бокса. А мы сегодня теряем особо ценных тренеров, которые еще бывают и как отцы, которые Педагоги, заменяют отцов, да, заменяют на то небольшое время, что он в зале заменяет отцов, заменяет педагогов. И в целом он выступает у него как полноценный наставник. Вот это мы сегодня теряем. У меня был диалог с одним тренером. Прекрасный тренер, у него хорошие спортивные результаты. Тренер по вольной борьбе, у него очень мощные воспитанники. И когда мы с ним дискутировали как раз на тему вот этих вот нравственных, моральных качеств спортсмена, то мне человек сказал, а мы только в ноги можем проходить. На что я ему сказал, почему вы только в ноги можете проходить? Жизнь не заканчивается проходом в ноги. И то, о чем говоришь ты, Руслан, опять вернусь вот там, послевоенная безотцовщина и Асланбек Захаржзгоев, который каждого ребенка брал фотографию, фиксировал, проверял дневники. Его называли батя. Его называли батя, отец. Потому что тренер – это и есть второй отец. Особенно там в семьях, где разведенные родители, где мать-одиночка. Тренер – это пример для подражания. Как он себя ведет, как он разговаривает, какие наставления он дает. А это отдельная большая работа и федерации в том числе. Потому что в нашем маленьком сообществе мы на эти темы разговариваем. Мы садимся и обсуждаем. И накидываем с тренерами. Вот сейчас у нас Георгий Цхавребов, молодой парень, спортсмен, боец ММА, действующий, взял детскую группу. И уже есть, как говорится, обратная связь от родителей, которые говорят, блин, так приятно, вот отдали ребенка, и товарищ отдал ребенка, их там учат, как здороваться, как общаться со старшими, вставать, когда заходит старший. По сути, элементарные вещи, которые должен знать каждый в своей семье, ну, жизнь так устроена, что у всех семьи разные. И когда тренер на это расставляет акценты, зачастую же дети родители не слышат. Они им подражают, но не всегда слышат. А тренер – это уже какой-то сторонний человек. И в определенный период времени формирования подростка, когда из-за его гормональных вот этих всплесков ему родитель не авторитет, а тренер как раз-таки авторитет. И вот здесь тренера должны брать на себя большую функцию воспитательную. И мы эту работу ведем. Дим, у меня еще такой вопрос, по которому ходят споры. Причем не только там в узких кругах, а по всему миру. По большому счету. Смотрите нас. Про ту самую весогонку перед взвешиваниями. Вот как ты считаешь, спортсмены должны... Просто бытует мнение, что весогонка не совсем это честное дело. Потому что в некоторых видах спорта, как мы знаем, там весогонка бывает в день соревнований, конкретно в моем, сейчас и в борьбе, по-моему, да, уже? Нет, В боксе. В боксе, да. А в частности, в ММА, ну, это называют небольшое читерство, когда, опять-таки, не я, просто, что я слышал, когда человек там 20 килограмм скидывает и за 2-3 дня до боя. Знаменитые Какое твое капельницы. отношение? Да, какое твое отношение к этому? И вот касаемо того вопроса, что бы ты изменил в ММА. Кстати, да, рядом. Рядом, потому что ты говоришь, чтобы ты изменил ММА, наверное, вот это бы я и изменил. Что касается весогонки. Бытует мнение, что это читерство, но не забывайте, что человек, который согнал 20 килограмм, или Чимаев сейчас согнал, по-моему, 22, то есть какие-то сумасшедшие цифры, то он и чувствует себя так же. Невозможно согнать 20 килограмм, потом так, опа, я обнулился, там, прокапался, витаминчик выпил, булочку поел с маком, и я новенький. Это тяжелейшая нагрузка для организма. И поэтому Хабиб, который гонял тоже какие-то колоссальные килограммы, не восстанавливался к бою, бой отменяли. Помните, когда с Фергюсоном несколько раз было. Сейчас результат, я думаю, одна из причин, по которой Хамзат проиграл, это то, что была колоссальная весогонка. Поэтому я против. Объясню почему. Учитывая особенности организма
Кто-то может много гонять, а кто-то не может много гонять. И тот, который не может, выступает там в 70, например, килограмм и в межсезонье весит 80 или под 80, а кто-то весит 90. И у него это лучше получается. И восстановление после весогонки лучше. И вот здесь получается не совсем равный бой вот в таком понимании. Хотя я же говорю, это колоссальный труд согнать вес. Это твоя работа делать вес. А если ты не сделал вес, значит ты плохо работал, значит тебя надо уволить с лиги, если ты не делаешь вес и подводишь лигу. Потому что есть определенные какие-то штрафы за это. Пришла в голову идея вернуться к абсолютной весовой категории. Как это было в 90-х, вот Олег Токтаров. Ну, тогда не было, да, градации по весам или... Помните К1? Да. Руслан Я Караев наш любил дрался, очень да. К1. На самом деле, один из самых зрелищных видов Сам, спорта. да, Я обожал 100%. К1. Просто невероятно. И там были ребята, которые там в весе 7-6 там дрался с тяжом. Я забыл, таец как-то. Ну, это круто. Абсолютно это круто. И Алан опять же- Караев наш там дрался. Алан, да, в тяжелом весе. Да. И если говорить об абсолютке, понятное дело, что, скорее всего, чемпион будет либо тяж, либо полутяж. Но иногда бывали случаи, когда бам, и вот получалось. Руслан, предлагаю подвести итоги. У меня будет последний вопрос к Дмитрию. Каким вы видите ваш клуб спустя 5-10 лет? Ну, каким мы видим, каким мы хотели бы видеть Алания Атлетик спустя какой-то длинный отрезок времени. Потому что, вы знаете, я рассуждал, когда мы только начинали, и думал, что через 5 лет у нас будет уже чемпион UFC. Оказалось, что они так пролетели, а потом полетело уже 10. Поэтому я вот на такой уже короткий срок загадывать не хочу. Но то, что мы обсуждаем между собой, с партнерами и с членами команды, то мы хотим, чтобы Алания Атлетик стала кузницей кадров. Опять же, я сейчас чисто про профессиональный спорт. То есть мы ушли от истории, что наша задача воспитывать достойных членов общества. Это первое, это 100%. Это даже не обсуждается. Это неизменно, это не обсуждается. Здоровое поколение, это не обсуждается. Я говорю сейчас профессиональный спорт и спорт высоких достижений. Наша цель, чтобы мы дрались и побеждали в топовых мировых лигах. То есть Алания Атлетик даже не только ММА, это еще и бокс, это еще и, возможно, кроссфит у нас направление тоже будет развиваться. Это единоборство, да? И у нас нет задачи правдой и неправдой попасть в UFC. У нас задача попасть и выиграть, и стать чемпионом. Соответственно, туда надо прийти уже подготовленным на высоком уровне. Поэтому цель наша – стать клубом, который был бы известен на весь мир как отдельная школа со своими какими-то фишками. Вот как школа Нурмагомедова известна на весь мир. Вот, наверное, вот здесь для нас пример величайший Абдулманап. И мы хотим создать школу. Не просто у нас стрельнул один парень, стал чемпионом, или там один парень стрельнул, стал чемпионом там, в какой-то другой лиге. А наша задача создать школу, которая уже как горячие пирожки будет выдавать чемпионов из года в год, из года в год. И не все будут чемпионами. Это же в то же время рабочие места, это спортивный бизнес. Это сегодня для нас абсолютно убыточная история. А когда ребята выйдут на определенный уровень, они будут содержать свои семьи, они будут зарабатывать, как футболисты зарабатывают, профессиональные боксеры зарабатывают. Чемпион зарабатывает миллионы, его любит публика, его показывают по телевизору. А еще огромное количество ребят, которые крутятся где-то в серединке и тоже содержат свои семьи. Поэтому мы хотим стать кузницей чемпионов, создать школу. И надеюсь, что это станет сетью Алания Атлетик. И Алания Атлетик появится в Лас-Вегасе, в Дубае, в Таиланде. Чего мы вам и желаем, Дима. Да, Дмитрий, у нас есть уже такая традиция, которая сейчас произойдет всего лишь второй раз за всю историю. Каждый гость, либо гости приходят нам с каким-то подарком. Я краем глаза уже видел, и я так думаю, этот подарок, этот предмет больше все-таки из мира Руслана. Да, я, естественно, видел ваш прошлый эфир, мне очень понравилось. Ребята молодцы, продвигая свой вид спорта, принесли борцовки. Так, я вот думал, что принести вам в студию, потому что вы же вроде как украшаете студию и стол. Учитывая, что Алания Атлетик – это про единоборство, я решил все-таки оставить перчатки ММАшные для бойцов, которых вы пригласите, чтобы не отнимать у них, скажем так, вот эту вот идею, эту мысль. И как ранее мы с вами обсуждали, что база для атлета, для мужчины – это тяжелая атлетика, я вам принес подарок из мира
Руслана. Неужели помост? Помочь я хотел, но не смог. Мне не хватило физических сил. Ничего себе. Каштаны, блин, Алания. От 25 Алания Атлетик, килограммов. 25 килограмм. Красиво. Принимайте, приседайте. Руслан, Давай вот так его поставим Потому для что я наших так подумал, зрителей. если вы пригласите в студию тяжелоатлета, ну, наверное, вряд ли он принесет с собой блин. Поэтому я взял на себя вот эту Слушай, ну, миссию. по названию это вообще универсально. И футбольный клуб сюда можно приплести. Поэтому Ну, я по-разному вот это хотел ручкой написать «Алания Атлетик», но не стал. Поэтому пусть это ассоциируется со спортом нашей Великой Республики Алании. Спасибо большое, Дима. Надеемся, спасибо. что эта традиция будет у нас продолжаться. И все больше и больше наших гостей будут нам приносить такие подарочки, которые будут у нас здесь Такие же красиво, тяжелые. Давай, наверное, красиво установим куда-нибудь. расположено. Иначе я тебя не вижу за него. А что ты там не видел, Дима? Дмитрий, у нас также есть еще одна традиция. Это конкурс в конце каждой передачи. В этот раз я бы хотел обсудить с вами формат и задания, которые должны выполнить наши зрители. Условия, да? Да-да-да. По условиям я не знаю, вам виднее. Давай определяемся. Учитывая, что мы находимся на подкасте по большому счету, давайте раскручивать по большому счету. Определимся пока, может, с призами. Это самые интересные призы. С Да. призами. Дмитрий? Для популяризации подкаста замечательными ведущими, по большому счету, давайте сделаем призы, за которые стоит побороться. Поэтому от Алания Атлетик давайте сделаем первый приз iPhone, второй приз умный браслет ВУП и третий приз годовой абонемент в Алания Атлетик. Замечательно. За что мы это будем раздавать, я думаю, вам лучше знать. Итак, есть за друзья, что побороться. Да. Условия конкурса. Нужно подписаться на соцсети Руслана Албегова, Дмитрия Цгоева, естественно, мои. Подписаться также на зал Алания Атлетик. И Иристон ТВ, наш любимый телеканал Иристон ТВ. В комментариях нужно будет написать название нашего подкаста, по большому счету. И комментарий, набравший больше всего лайков, получит главный приз. Поэтому просите всех, кого только можно, чтобы они лайкали ваши комментарии. Пишите комментарии сами, участвуйте в конкурсе. Я думаю, оно того стоит. Такие хорошие призы. Неплохие, да. Да. Дима, спасибо тебе большое, что ты нашел время, пришел к нам. Честно, этот час пролетел незаметно. Собственно, как мы и хотели дать нашим зрителям возможность тебя послушать, раскрыть тебя с новой стороны. Так и получилось. Надеемся, что это не последняя наша встреча именно в эфире. Ну и в жизни, в принципе, тоже. Хочу пожелать тебе удачи, успехов и тебе, и клубу твоему, чтобы все планы, которые запланированы, они сбылись. И надеюсь, что это не последняя наша встреча. Спасибо большое, джентльмены, за приглашение. С вами время пролетело вообще незаметно. Мне кажется, мы могли бы еще сидеть не один час. Кстати, можем продолжить. один день. Да, не один день. Продолжить где-нибудь. И надеюсь, что кому-то, может быть, будут полезны какие-то мысли, которые сегодня мы с вами Очень на это надеемся. обсудили. И хотелось бы еще добавить напоследок. Мы затрагивали разные темы. Хочу пожелать всем нам, я говорю, и присутствующим, и жителям нашей прекрасной республики больше позитива. К сожалению, в это тяжелое время очень много бывает и грустных новостей, и не все всегда бывает так радужно, но с улыбкой на лице, я думаю, легче будет справляться со всеми невзгодами. Поэтому больше позитива в жизни. Желаю всем счастья. И больше позитива в комментариях. Друзья, также я хочу вам сообщить то, что предыдущий розыгрыш футболки Давида Баева и Артура Найфонова с их автографами подошел к концу. Давайте узнаем имя победителя. Все равно плохо, да? Нет, давай. Не, нормально. Давай. Еще раз? Так, давай, если нет, то уже Русик пускай это скажет. Давай еще раз. Кто? Наш розыгрыш, давай. Дорогие друзья, наконец-то
также подошел к концу наш первый розыгрыш. Это футболка от Давида Баева и Артура Найфонова с их автографами. И, Руслан, предлагаю узнать имя победителя. С удовольствием. А вот и наш победитель. Артур, привет. Как дела? Отлично. Это Руслан, знакомься. Артур, наконец-то мы привезли твой долгожданный подарок. Спасибо Торжественно большое. вручаем. Спасибо большое вам за ваш конкурс. Я смотрю, болею за наших, смотрел матчевую встречу. Ты у нас болельщик борьбы, да, я так понял? Ты, на самом деле, Артур, написал очень... ты знаешь, что Давид Баев выбрал ему очень понравился твой комментарий, поэтому передаем ему тоже привет. И, к сожалению, он не смог присутствовать. Он после вот той матчевой встречи, они уехали. Вот. Передаю тоже ему огромнейший привет. И передаю привет Артуру Найфонову и всей команде. Спасибо, спасибо большое. Артур, они тоже передавали тебе очень теплые пожелания, чтобы ты занимался спортом, слушался родителей, хорошо учился, самое главное, да? Участвуй в наших дальнейших конкурсах. Следующий конкурс, думаю, будет наиболее интересный. Да. Это у нас был первый такой разогревочный, да, Руслан, назовем это так. Так что подключай на следующий конкурс все свои силы, связи, ресурсы и используй максимум, чтобы выиграть. Все, огромный молодец. Будем ждать твое имя в числе следующих победителей. Да. Все. Счастливо, Артур. По большому счету, это все. И, как говорит Леонид Аркадьевич, дай вам Бог на эти 2 недели. Не, это Это не вырежу. надо убрать.